Не примет она больше первоклашек, не прозвучит прощальный в ней звонок. Кровавый, самый длинный, самый страшный. Она дала последний свой урок. Все черные даты календаря должны стать для нас уроком жизни. Такую мысль пытаются донести организаторы всех митингов и памятных акций в столице Коми. Школьники, студенты, взрослые, не важен возраст. Это общее горе для всех. Памятные митинги в столице Коми начались с самого утра. Одними из первых почтить память жертв трагедии вышли студенты и преподаватели Сыктывкарского государственного университета. Они подготовили акцию «Мир без террора». Идея акции такова. Земля – это наша планета, где мы с вами живем. Человечки – это люди, соответственно, мы, и в том числе дети Беслана, которые погибли по вине взрослых. Голубь – это чистота, мир, любовь. Человечков мы приклеили вокруг земли, чтобы сделать хоровод мира, что мы едины, мы дружны, мы сильны, и когда мы вместе. Сегодня все помещения университета, включая общежитие, соответствуют всем мерам безопасности. Со студентами ведется активная антитеррористическая работа. Идет раздача соответствующих листовок, оформлены тематические стенды, чтобы каждый знал, как именно нужно действовать в ситуации, когда есть прямая угроза жизни. Это страшно, когда политические вопросы или какие-то другие вопросы решаются за счет жизни детей. Беззащитных, беспомощных. Именно их и ставят под удар. И вообще, когда какие-то проблемы решаются террористическим способом, это не выход из ситуации. Наша задача не допускать подобное. Будьте внимательны к окружению, будьте внимательны к всяким возможным выбросам в эту сторону. Потому что наша жизнь, здоровье и спокойствие зависит в том числе и от нас. А тем временем в технопарке «Кванториум» для старшеклассников города была организована интеллектуальная викторина «Лекция «Стоп террор». Главным спикером стала методист учебного центра управления противопожарной службы и гражданской защиты Мария Пименова. Она напомнила, что каждый из нас стал уязвимым перед лицом терроризма, ведь появился новый рычаг воздействия на человека – интернет. И вот вам иногда говорят терроризм, терроризм. Вы думаете, это где-то, в какой-то другой стране, нас это не касается. Потому что в нашей стране никаких вот таких локальных конфликтов нету, да, войн не ведется. На самом деле все это находится рядом, можно сказать, даже в шаговой доступности. Потому что сейчас молодежь, в первую очередь, у нас иногда сидит не в реальном мире, а в каком? Виртуально. А на Слободской площади Эжвинского района своя акция «Молодежь Эжвы против террора». Для ребят была организована игра по станциям. На каждой из них особое задание – разобрать и собрать автомат, послушать лекцию о газовых отравлениях или оказать первую медицинскую помощь. Некоторым удалось даже посидеть в пожарной машине и примерить форму спасателя. Для каждого народа самое ценное – это история нашей страны. И сегодня наши ребята должны знать не только памятные даты, но и такие трагические дни, которые произошли у нас в России. Сегодня мы этой акцией хотим сказать, что наша молодежь против террора, мы за мир. Профилактике терроризма в городских социальных учреждениях постоянно уделяют внимание. Особенно это касается школ и средних и высших учебных заведений. Забывать о потенциальной угрозе нельзя, как нельзя оставаться равнодушным в День солидарности в борьбе с терроризмом. Дарья Вологжанина, Иван Богомолов, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.